Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Изнатуллина и о главном к этому часу. Итак, этот день точно войдет в историю современного Татарстана. Сегодня открылся Международный экономический форум России «Исламский мир» Казан-форум. По масштабу и количеству участников он сравним с универсиадой 2013 года в Казани. И вот самые внушительные цифры: 15 тысяч участников из 85 стран и 84 регионов России, 1500 иностранных гостей. Самые крупные делегации, в которых более 100 участников из Азербайджана, Ирана, Малайзии, Турции, Таджикистана, Узбекистана. Выставка «Раша Халяль Экспо» проходит на 20 тысячах квадратных метрах. Только сегодня прошло более 200 мероприятий, сессий, круглых столов, дискуссий. Программа первого дня с трудом уместилась на 70 страницах. У рейса Татарстана состоялись более десятка встреч. Это помимо основных событий. Казан-форум освещают 700 журналистов со всего мира. Только от нашего канала аккредитованы 40 репортеров. С этого года Казан-форум решением Владимира Путина – международное событие федерального значения. Это уникальная площадка для расширения экономических и культурных связей, а через Татарстан Россия открывает большой исламский мир. Работа на Казань-Экспо началась с раннего утра. Рустам Минниханов и иностранные гости открыли выставку «Раша Халяль Экспо». На площади 20 тысяч квадратных метров свои павильоны представили 150 экспонентов из разных стран. О первых мгновениях этого дня Дмитрий Аринин. Символичный традиционный международный экономический форум России «Исламский мир» начинается с молитвы. На церемонии открытия с видеообращением выступила Валентина Матвиенко. Рада приветствовать вас в столице Татарстана на уже признанной авторитетной площадке международного экономического мероприятия федерального уровня. Мы понимаем друг друга. Ислам издавна исповедует значительная часть населения нашей страны, а также многих стран СНГ, с которыми нас связывает общая история. Со сцены гостей приветствуют рейс Татарстана Рустам Минниханов и председатель оргкомитета Казан-форума Марат Хуснуллин. Главный слоган наших мероприятий сформулирован как «доверие и сотрудничество». Доверие стало важнейшим фактором развития отношений между Россией и мусульманскими странами не только в сфере экономики, но и во всем многообразии нашего сотрудничества, которое сегодня приобрело характер стратегического партнерства. Я бы хотел поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Путина. Особые слова благодарности Организации исламского сотрудничества, с кем мы активно работаем, бизнесу, который здесь присутствует. Я уверен, что мы создадим вам комфортные и интересные контакты, и этот форум привнесет нам дальнейшее процветание наших стран и регионов. На площади 20 тысяч квадратных метров Казань-Экспо развернулась крупнейшая в России выставка инвестиционных инфраструктурных проектов «Раша Халяль Экспо». Основная цель – популяризация халяль-индустрии. Одной из первых свой павильон гостям представила Татнефть. Мы развиваем не только высокотехнологичном производстве. Среди участников выставки представители практически всех отраслей. Как подчеркивают, халяль – это не только еда, но и образ жизни. На выставке представлена одежда, медикаменты, косметика, товары для дома. У нас есть цель, что в каждое помещение, квартира, есть продукт, произведенный в Татарстане. Со своими отдельными павильонами не только компании, но и целые страны. Везде свой колорит и неповторимый антураж. Здравствуйте, господин Раис. Очень приятно вас видеть. Приветствуем вас в наш стенд «Сенегал». И вместе мы русский культурный центр «Калинка» в Сенегале. Очень рада здесь быть. Спасибо, что двери нам открыли. В павильоне Индонезии свою продукцию представили 6 крупных компаний страны. Здесь халяльная парфюмерия, мед, одежда, витамины. Уже найден выгодный партнер. Мы уже договорились сделать экспорт на кофе. Вот так и получается из-за Казан-форум. Международные тренды прямых иностранных инвестиций обсудили на деловом завтраке с участием Рустама Минниханова. В дискуссии приняли участие эксперты из России, Сирии, Бахрейна, Турции и других стран. Я очень благодарен, что такой актуальный вопрос привлечения инвестиций обсуждается здесь, на площадке нашего Казанского форума. Как отметили, из-за пандемии инвестиционные потоки в мире сократились. Сейчас снова наметился рост. И самое время предложить новые подходы для привлечения инвесторов. На встрече прозвучали предложения создавать особые экономические зоны и специальные промпарки.
Деловой завтрак получился информативным и полезным. В целом форум очень значимый. Здесь страны обмениваются мнениями и строят планы для дальнейшего развития. Как отмечают, за последние годы товарооборот России с исламскими странами вырос на треть и составил 135 миллиардов долларов. Как отмечают, это далеко не предел. Экономика ОИС растет быстрее средних мировых темпов. За 2 дня форума участников ждут дискуссии, деловые встречи, презентации продукции и мастер-классы. Дмитрий Айрин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум». Россию связывают с мусульманскими государствами традиционно тесные доверительные отношения как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества. Нас объединяет приверженность формированию более справедливого многополярного мироустройства, опирающегося на международное право. Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с исламским миром. Отмечу, что значимую роль в расширении международных контактов играют российские мусульмане. Об этом убедительно свидетельствует проведение нынешнего форума, говорится в приветственном слове президента России участникам Казан-форума. Выставка на Казань-Экспо может впечатлить всех, кто неравнодушен к автомобилям. Здесь и электробусы, и магистральный тягач КАМАЗа, и автобусы. Но больше всего внимание участников приковал новый продукт отечественных автопроизводителей – электромобиль «Атом». Презентованный неделю назад в Москве для узкого круга, он стал изюминкой казанской выставки для всех. На выставке представили первый российский серийный электроавтомобиль «Атом». Над его созданием объединились IT-разработчики, автопроизводители из разных городов и стран. Машина способна набирать скорость за 7 секунд и разгоняться до 170 км в час. На мой взгляд, ключевым является, конечно, то, что мы создаем его в России практически с нуля. То есть это российская отечественная платформа автомобильная, это российский отечественный софт, программное обеспечение. Как отмечают разработчики, это пока прототип. Полномасштабные серийные производства и продажи планируют начать в 2025 году. Стоимость пока не называют, но автомобиль планируют сделать массовым и доступным. Мы создаем электромобиль, который должен действительно стать новой вехой в развитии электромобильности в России с точки зрения того, что это будет массовый автомобиль, применимый как в пользовании частных лиц, физических лиц, так и в цифровых сервисах мобильности, в такси, в каршеринге, в доставке последней мили. То есть это тот электромобиль, и он поэтому называется «Атом», что он наполняет как бы артерии города и становится основой, базовым атомом городской мобильности. Прототип сегодня осмотрели Марат Хуснуллин, Рустам Минниханов и другие гости форума. Это первая российская платформа электронного автомобиля. Может масштабироваться на более крупные сегменты. К серийному запуску отечественного электрокара в Татарстане готовится и инфраструктура. Только в этом году построили 20 станций быстрой зарядки. Всего их 158. Дмитрий Айрин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. В рамках Казан-форума прошел круглый стол развития международного транспортного коридора «Север-Юг». В нем приняли участие вице-премьер страны Марат Хуснуллин, помощник президента России Игорь Левитин и Рустам Минниханов. Основная тема – расширение возможностей торгового взаимодействия со странами Каспийского бассейна, Кавказа, Персидского залива и Индии. Транспортный коридор «Север-Юг» сегодня приобретает новый импульс в современных реалиях. Об этом заявил Марат Хуснуллин. Он отметил, маршруты направлений Каспийского региона, Юга и Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива всегда были приоритетом для России. Рустам Минниханов заявил, этот коридор – ключевой элемент транспортного каркаса Евразии. Его значение выросло в свете резких глобальных геополитических сдвигов. Помимо расширения торговли, коридор стимулирует строительство сухих портов, индустриальных парков и особых экономических зон вдоль транзитных маршрутов. Все это облегчит сотрудничество в производстве товаров и услуг, создаст новые логистические цепочки между членами Евразийского экономического союза. В последние годы кардинально изменилась геополитическая ситуация. Мы вынуждены перестраивать логистические цепочки и потоки, и этим мы активно занимаемся. Мы считаем, что к 2025 году у нас грузооборот в этом направлении должен вырасти в 2 раза, не менее чем до 30 миллионов тонн, а к 2030 году до 35 миллионов тонн. Мы постоянно работаем над повышением товарооборота между дружественными странами и, безусловно, заинтересованы в дальнейшем развитии данного коридора. Развитие данного направления по-прежнему препятствует. Есть проблемы. Это не только нерешенные технические, экономические вопросы, но и политические, связанные с ровными отношениями ряда стран друг к другу, а также вопросы обеспечения безопасности и другие тормозящие вопросы.
Республика Татарстан готова оказывать необходимое содействие в реализации проекта, строиться в данную международную транспортную систему. Мы были в прошлом году с визитом в Иране, мы увидели, насколько иранская сторона заинтересована в развитии данного направления. Также и в Туркменистане, также и в Узбекистане, в Казахстане мы эти вопросы обсуждали. Поэтому эти вопросы, они наиважнейшие. Благодаря своему географическому положению наша страна играет важную роль и развитие глобальной цепочки поставок в международный транспортный коридор Север-Юг является ключевым компонентом этой системы. Потенциал нашей страны логистических транзитных потоков особенно впечатляет с учетом введенной в строй транснациональной стальной магистрали Казахстан, Туркменистан, Иран, ставшим важным звеном перевозок по направлению Север-Юг. Развитие проекта «Север-Юг» также обсудили на встрече вице-премьера России Марата Хуснуллина с государственным министром внешней торговли Арабских Эмиратов Тани Ахмедом Аль-Зиюди. Участие принял Рустам Минниханов. Он отметил, Татарстан способствует укреплению российско-эмиратских отношений. Госминистр подчеркнул, Россия для них стратегический партнер, заинтересованный в транспортном коридоре «Север-Юг». Он позволит работать с партнерами напрямую. Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающееся давление со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и Объединенных Арабских Эмиратов развивается успешно. За последние 5 лет товарооборот между нашими странами увеличился почти в 6 раз. Достиг по итогу прошлого года рекордной отметки в 9 миллиардов. Россия является стратегическим партнером для нашей страны. Мы очень рады сотрудничать с Татарстаном. В последние годы между нами налажена работа по разным направлениям. Мы будем активно работать, сотрудничать. И, конечно же, 3-й раз подряд наш друг приезжает. Это для нас большая такая история. Презентовали очень серьезный проект логистический. Это Север-Юг. Это во многом сблизит наши государства. Вопрос скорейшего запуска транспортного коридора «Север-Юг» волнует и иранских партнеров. Сегодня они обсудили его на полях Казанфорума. О цели визита и о ближайших планах сотрудничества мы спросили у генсекретаря Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов Хамида Шахриари. Мы очень заинтересованы в развитии наших отношений с Россией в качестве экономического, культурного, политического партнера. У нас также теплые отношения с Думой России. И сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы соединить коридор Север-Юг. У нас ведь общая боль по санкциям западных стран. И мы сейчас в поиске общей цели выйти победителями над этими санкциями. Кроме официальных мероприятий, для участников Казанфорума запланирована насыщенная неформальная программа. Гости смогли продегустировать блюда лучших шеф-поваров исламских стран, узнать азы финансовой грамотности и особенности исламских финансов в игре «Бай», познакомиться с культурой стран на специальных стендах. Закулисье форума увидела Вероника Гайнудинова. Казань-Экспо на 2 дня стал центром притяжения всего исламского мира. А эти двери, можно сказать, ворота в этот мир. Попасть сюда не так-то просто. Всем участникам нужно было пройти специальную аккредитацию и получить вот такой бейдж. Такую систему аккредитации в Казани используют впервые. Все данные считывает аппарат и разрешает доступ. Здравствуйте, добро пожаловать. На Казанфоруме работают сотни волонтеров. Они приветствуют участников на английском, арабском, турецком, французском языках. Один из самых ярких стендов у Туркменистана. Здесь красочные ковры. На одном из них изображен президент страны Сердар Бердымухамедов. Необычно презентует себя Сенегал. На представителях делегации не костюмы, а их повседневная одежда. Мы застали их во время намаза. Самый большой стенд у Татарстана. Он двухэтажный с индивидуальными переговорными. Иннополис представил свои разработки. В VR-очках можно пройти экскурсию по городу. На площадке Digital игр сыграть сначала виртуальный, потом в реальный баскетбол. Игры здесь и деловые. По исламским финансам «Бай». Ее разработали в Казани. Название «Бой» на 3 языках. Эльбер по-арабски сделка купли-продажи. Бой – это наш богатый человек по-татарски. И бай – покупать по-английски. Эта игра учит
учат, во-первых, как отличить финансовую пирамиду, чтобы не попасть в нее. Во-вторых, как делать бизнес по исламу, как покупать активы по исламу. То есть вот эти основные акценты. Для чего я сюда приехал? Получить побольше знаний в исламских финансах, побольше, так как у себя внедряем исламское финансирование. И в виде, если игры это будет происходить интерактивно, знания больше будут впитываться. Помимо интерактивной, есть и вкусная часть. Здесь же проходит международный кубок шеф-поваров. Они борются за звание лучшего шеф-повара Казан-форума. Сборные из 13 стран Организации исламского сотрудничества сегодня готовят блюда с использованием морепродуктов. Ограничений нет, все на вкус самих шеф-поваров. Айбек Жакшибаев из Кыргызстана сегодня приготовил рыбу с фруктами, но признается, ближе национальная еда. Здесь изучает кухни других народов. Сейчас мировое все смешивают, многие импровизируют. Думаю, это очень на пользу всем. Я всегда обращаю внимание на вкус. В блюде все должно быть съедобным, ничего лишнего. У нас так принято. Оцениваю форум на 200% из 100. Между заседаниями и дискуссиями участников неформальное общение. Здесь и можно увидеть, как представители из разных стран налаживают контакты. Здесь же знакомят с татарской культурой. Коллектив Кадим Альмет из Альметьевска исполняет песни об истории Великого Болгара. Рядом юрта с музыкальными инструментами народов мира. Мне очень понравилось. Музыка дает такое спокойствие. Я услышал знакомые тюркские слова. Знакомят и с национальной едой. Участники форума могут подойти на точку питания и попробовать чак-чак и треугольник. На улице для гостей отдельная выставка. Здесь техника отечественного производства. КАМАЗы, электробусы и даже катера. Насыщенная программа ждет участников Казан-форума и завтра. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Казань сегодня не сходит с экранов и газетных полос всего исламского мира. Все благодаря журналистам 23 стран, которые работают на полях Казан-форума. Наши коллеги из Туниса, Сенегала, Германии, Египта, Ирана и многих других стран восхищаются культурой, природой и богатой историей республики. Здесь же сегодня в рамках медиасессии «Россия. Исламский мир» главы крупнейших информагентств стран ОИС обсудили глобальные вопросы сотрудничества. Рамиль Шайдуллин о медиа взгляде на Казан-форум. Эти кадры с видами Казани уже увидели телезрители Малайзии. Журналист Аснифатхин Ануар вместе с коллегой готовят для госканала репортажи с полей Казан-форума. Они вещают на 4 языках – малазийском, английском, китайском и индийском. Сегодня впервые услышали и татарскую речь, говорят коллеги. Слышали о Казани и Татарстане, что это спортивный регион, что вы одна из ведущих республик России. Но приехав сюда, увидели, какая Казань еще и красивая. Ее архитектура, традиции. Чувствуется, что вы неотъемлемая часть всего мусульманского исламского мира. Таких акул, пера и звезд эфира сегодня сотни. Все они собираются вот в этом оборудованном для комфортного и бесперебойного освещения работы Казань-форума медиа-центре. Единственного места, откуда сегодня вещают минимум на 10 языках мира. Для комфортной работы журналистов агентством Татмедиа организован международный медиа-центр. На 1500 квадратных метров, 90 рабочих мест с ноутбуками и интернетом, безлимитный Wi-Fi, зона питания и отдыха. Все это позволяет журналистам освещать Казан-форум практически круглосуточно. Пресс-центр работает с 8 утра до 21:00. Но если, конечно, журналисты будут находиться дольше, мы все время будем здесь, скажем так, пока последний журналист не закончит свою работу и не уедет. Особое отношение к журналистам отмечает и директор представительства гостелерадиокомпании Ирана Сиет Али Дараби. Уже 6 лет он постоянный участник форума. Форум идет правильным путем. Почему? Потому что главный показатель, на мой взгляд, это масштабность. Когда я приезжал в 2018 году, помню, он проходил в Корстоне и не так масштабно. А теперь переместился на Казань-Экспо, и это стало по-настоящему глобально. Впечатляет в частности и то, как все организовано для журналистов. Это, безусловно, поможет тому, чтобы о Казани еще больше узнали во всем мире. Специально для интервью работает новостная студия. Здесь каждый может пообщаться с интересующим спикером. Вот так работают журналисты из Ирана. За полчаса до этого интервью писали их коллеги из Бахрейна.
Я работаю в крупном издании о туризме, но это мой первый визит в Казань. И я хочу сказать, что приятно удивлен, какой у вас замечательный регион. И у меня появилось много работы после того, как я встретил здесь людей, которые так много могут рассказать о Татарстане. Даже если не успею написать все, надеюсь, что продолжу это делать уже на следующем форуме. Обязательно приеду. Журналисты из Ирана, Египта, Саудовской Аравии и Сенегала сегодня в гуще событий. Вот телерепортеры из Каира берут интервью как у гостей, так и принимающей страны. Руководитель делегации объясняет, все потому, что впечатлены культурой республики. Я вижу вот эту любовь и уважение к культуре Татарстана. На стенах портреты ваших символов, ваши писатели, ваши поэты. В каждом зале есть что-то написано о культуре и истории Татарстана. Очень красивый город, очень приятно людей, ведь у нас очень приятная атмосфера вы создали для участников форума. Особую благодарность татарстанской земле за то, что она смогла собрать нас всех вместе. Здесь же поднимали вопросы, волнующие всю медиасферу. На полях Казанфорума прошла медиасессия «Россия. Исламский мир». Главы крупнейших информационных агентств России, Ирака, Кувейта, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Туниса, Турции и других стран ОИС обсудили, как работать вместе для устойчивого развития и экономического процветания. Самый ключевой вопрос – это налаживание взаимодействия, отношений со странами, которые доминирующей религией является ислам, найти общие темы для обсуждения, общие темы для разговора и взаимодействия. На территории Казань-Экспо сегодня по меньшей мере 700 журналистов. Из них свыше 60 из зарубежных стран: Катара, Турции, Германии, Туниса, Арабских Эмиратов, Ирака, Ирана и всего Востока. Они продолжают освещать работу Казанфорума. Впереди не менее насыщенная программа. Рамиль Шайдуллин, Абзель Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня на Казанфоруме страны могли представить свою продукцию, поделиться идеями и проектами друг с другом, тем самым завязать крепкие культурные и экономические связи. Для этого работал выставочный зал. О том, с какими планами приехали на форум гости и каковы впечатления о первом деловом дне, мы спросили у них самих. Здесь мы ведем переговоры не только о политике. Мы обсуждаем экономику, развитие торговых отношений. Это отличная площадка, чтобы продвигать наши идеи, делиться технологиями. Это практический форум. Не просто разговоры и политика. Это шаги к сотрудничеству между исламскими странами. Это поможет поднять нашу экономику в будущем. Когда мы говорили о развитии, мы затронули человеческие, социальные, экономические, политические, экологические аспекты. Мы говорили о сохранении объектов культурного наследия в рамках ЮНЕСКО, то есть речь о продвижении мировой культуры. Это и есть наша основная цель. Я действительно полюбил Татарстан. Это одно из лучших мест в мире, которые я видел. Здесь очень хорошая деловая площадка, потому что уже в 86 странах пришли деловых женщин, представители женской организации. Сегодня у нас такая открытая площадка будет для общения. Поэтому, если таких бизнес-форума часто надо проводить. Мы ожидали увидеть здесь страны СНГ, но здесь масштаб такой, то что и африканские страны, и арабские страны участвуют. То есть эта выставка и этот саммит для нас имеет большое значение, как и импортера, так и экспортера. Мне, как руководителю галереи искусств, было интересно приехать в Россию и увидеть, какие есть возможности для развития культурных отношений между Сенегалом, Татарстаном и Россией. Республика очень гармонично продвигает ислам как религию и все, что касается мусульманских практик. Поэтому мне, как мусульманке, здесь очень интересно. Я счастлива находиться в Казани. Я уже здесь была, посещала Казанский университет. Впечатления самые приятные. И сейчас я рада, что нахожусь на форуме, который объединяет разные исламские страны. И, конечно, приятно представлять здесь Египет. Мне кажется, в Татарстане ислам служит объединяющей силой. Здесь чувствуется душа, здесь люди наслаждаются жизнью.
Сегодня в Казани открылся глобальный форум молодых дипломатов. Обсудить современные тренды и вызовы дипломатии приехали молодые сотрудники внешнеполитических ведомств из 25 стран мира. В этом году главная тема дискуссии – дипломатия нового многополярного мира. В течение 2 дней участники обсудят отношения в новых реалиях. Этот форум, зародившийся в Сочи, уже стал эффективной площадкой для открытого обмена мнениями по самым актуальным темам, говорят участники. Как подчеркивают федеральные гости, Татарстан сегодня обеспечивает связи России и исламского мира. По видеосвязи всех участников поприветствовал глава МИД страны Сергей Лавров. Развитие международных отношений в режиме конфронтации – путь тупиковый. Необходимо избегать бессмысленного и крайне опасного противостояния мировых центров. Востребован выход на новый, выверенный баланс интересов. Важно обеспечить нарождающемуся многополярному миропорядку не силовое, а именно правовое регулирование с опорой на устав ООН и прежде всего на безусловное уважение принципа суверенного равенства всех государств. Казань, первой среди городов стран-наблюдателей ОИС, получила статус молодежной столицы Организации исламского сотрудничества. Как отмечал президент России, избрание Казани молодежной столицей Организации исламского сотрудничества подтверждает высокий уровень отношений России с этой авторитетной международной структурой. Рустам Минниханов сегодня встретился с молодыми дипломатами. Он отметил, мероприятие стало хорошей традицией и неотъемлемой частью Казан-форума. За 7 лет в нем приняли участие более 200 участников из 37 стран. Рустам Минниханов выразил признательность за поддержку инициатив и проектов министру иностранных дел России Сергею Лаврову и МИДу страны. Напомним, в 2022 году Казань носила статус молодежной столицы исламского мира. В Татарстан прибыл патриарх московский всея Руси Кирилл. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов. Во время визита в республику патриарх примет участие в мероприятиях Казан-форума, посетит ряд объектов, встретится с представителями духовенства и проведет божественную литургию в Казанском соборе. Мечтали вас увидеть. Спасибо вам большое. И вышли нам. Обеспечил погода. Обеспечила и погода, и то, что мы нашли возможность. Спасибо вам большое. Чувствуется, наблюдает атмосфера замечательная на татарстанской земле. Спасибо большое. Рустам Минниханов провел встречу с послами иностранных государств в России. Присутствовали дипломаты из более 30 стран. Райс Татарстана отметил, республика – один из ведущих промышленно развитых и инновационных регионов России. Находится в авангарде взаимодействия с мусульманскими компаниями и инвесторами. Только за прошлый год товарооборот со странами ОИС превысил $3 миллиарда США. Почти половина приходится на торговлю со странами СНГ. Вместе с тем объем со странами дальнего зарубежья вырос почти в 2 раза. На примере Татарстана и при вашей поддержке мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. География стран, с которыми мы выстраиваем отношения, очень широкая. Фарид Мухаммедшин возглавил межпарламентские слушания «Международная кооперация и инновации». Заседание прошло на полях Казан-форума. Сейчас в Казани работают генеральные консульства Венгрии, Ирана, Казахстана, Китая, Туркменистана, Турции, Узбекистана и отделение посольства Беларуси. Запланировано открытие диппредставительства ряда других государств. Работает 21 представительство республики за рубежом и в регионах России. И региональные, республиканские областные парламенты приграничных стран, государств. Такие контакты хорошим мостом являются для того, чтобы мы укрепляли и взаимопонимание налаживали по всем вопросам. Меморандум о сотрудничестве в области образования и науки сегодня подписали ректоры ведущих вузов стран Организации исламского сотрудничества и России. Один из главных пунктов – реализация совместных проектов и разработка программы стажировок студентов. Ректор КФУ Ленар Сафин заключил соглашение с Гулзадой Махмадшохом, ректором Таджикского медицинского университета. Модератором площадки образования выступил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий. Обсуждали научно-технические проекты изучения языков, литературы и истории. Много говорилось о культурном таком сотрудничестве языковом, и это очень важно сейчас. Вот, это новое. Ну и, конечно, многие говорили о интеллектуальных системах.
в нейросетях. Нам надо все сделать, чтобы студенты, аспиранты, абитуриенты поступали друг к другу к университету, чтобы мы друг друга лучше знали культуру друг друга, обычаи и, конечно, учились в разных университетах. И вот будущее, это молодые люди, они определят наши хорошие будущее, хорошие перспективы. Впервые на Казан-форуме работала площадка «Женский взгляд». Женщины-предприниматели из 27 стран мира делились своим опытом, как совместить бизнес и семью. Они производят халяль-косметику, шьют мусульманскую одежду, открывают детские сады и школы по всему миру. Один из модераторов встречи – Эвлин Абдулла Халифа, мисс Вселенная Бахрейн и всемирно известная модель. С инициативой проведения такого заседания выступило объединение женщин-депутатов «Мерхамет Милосердие». Участниц трека поприветствовал и Рустам Миниханов. Какая она современная женщина-мусульманка в бизнесе, расскажет Алена Струминская. Тысячи живых цветов и столько же прекрасных женщин сегодня украшают Казан-форум. Отдельная секция для обсуждения женских вопросов проводится впервые. Среди экспертов участницы из 27 стран мира. Несмотря на то, что форум экономический, они не только предприниматели, но еще и жены и матери. Участницы в зале развеивают стереотипы о женщинах в исламском мире. На их головах платки, глаза горят, в руках крупный бизнес. А Зураида Шахадан, создательница популярного в Малайзии устройства для медитации. Я разработала прибор для того, чтобы медитировать и помогать женщинам возвращаться в баланс. Планирую наладить контакты здесь, в Казани, чтобы о нем узнали по всему миру. Участницы сессии доказывают, женщина сегодня и мать, и лидер мнений, и благотворитель, и политик. Для участия в форуме в Казань приехала государственный секретарь Министерства по делам женщин Камбоджи. Она уверена, форум станет площадкой для обмена опытом в сфере защиты женских прав. Я приехала, чтобы наладить взаимоотношения с женщинами Татарстана и других республик. Я уверена, все пройдет хорошо. Как сохранить баланс между семьей и бизнесом? Первый вопрос повестки женского заседания. У каждой участницы собственный секрет баланса. Секрет моего успеха в том, что я получаю вдохновение в семье и люблю свое дело. Я здесь, чтобы поддержать женщин, их независимость в мусульманском мире. И это главное. Мест в зале не остается при обсуждении темы красоты и здоровья. Модератор встречи мисс Вселенная Бахрейна Эвлин Абдулла Халифа, прекрасно владеющая русским. Как выяснилось, первая красавица Бахрейна с русскими корнями. На секции женщины представили свои проекты в сфере фитнеса, медицины и косметики. Все по стандартам халяль. Я считаю, мусульманская красота, она должна быть более обширной, более известной повсемирно, поэтому мне бы хотелось далее продвигать и работать над развитием такой темы. Мы выпускаем уже более 10 лет халяль-косметику. Это более безопасная, более натуральная косметика, и на сегодняшний день не только мусульмане выбирают данную категорию косметики. Участниц сессии поприветствовал Рустам Миниханов. Он отметил, современные женщины-мусульманки – наша гордость. Наш форум стал в 10 раз красивее после того, как вы появились, и вы являетесь большим достоянием исламского мира. Этот трек в первую очередь площадка для наращивания связей между женщинами-мусульманками по всему миру. Сегодня стало известно, в сентябре в Дубае откроется филиал татарстанской школы Бала-Сити. Альбина Насырова рассказывает, на Казан-форуме она ищет партнеров. Это будет первый детский сад в Дубае, мультилингвальный, в котором можно будет получить обучение как на английском, так и на русском. И самое главное, будут занятия нашего родного татарского языка. Также говорили о спорте, трендах в исламской моде и стандартах шариата. Итог сегодняшнего обсуждения – 9 подписанных соглашений. Алена Струминская, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. С модератором самой красивой площадки «Женский взгляд» мисс Бахрейн-2022 мы пообщались лично. Вот ее впечатление от Казан-форума. Это очень важно, потому что, в принципе, меня вдохновили участвовать на конкурсе красоты именно арабские восточные женщины. Мне бы хотелось, чтобы о них узнали больше на международной арене, так как есть все-таки присутствуют стереотипы, что восточные арабские женщины застряли в каком-то времени былом. Но на самом деле это не так. Мы современные, мы предприимчивые, мы развитые. И поэтому я очень рада, что есть такой существует форум, и это просто здорово. Это были новости Татарстана. О погоде на завтра расскажет моя коллега Гульназ Гизатуллина. Передаю слово ей. Наш следующий выпуск смотрите в 21:30. Увидимся.
Здравствуйте! Сегодня о погоде расскажу вам я, Гульназ Гиззатуллина. Какой будет погода в предстоящие сутки, узнаем в ближайшие минуты. На ТНВ выпуск прогноза погоды. Компания «Данил Мастер» дарит подарки. Весенняя скидка на заказ корпусной мебели 20%. Торопитесь, акция действует только до конца мая. Подробности по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево станет прохладнее, набегут облака, но вероятность осадков по-прежнему небольшая. Ночью ожидается 8 градусов, днем 16 градусов выше 0. В набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге ожидается понижение температуры. Ночью до 8 градусов тепла, днем 18. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше аналогичная ситуация. Небольшая облачность без осадков. Ночью около 8 тепла, днем же 17 градусов выше 0. В Арске, Кукмаре, Балтаси осадки не ожидаются. Ночью 7, днем 21 градус. В Болгаре, Дрожжином, Буинске ясная погода и ночью, и днем. В ночные часы ожидается около 11 тепла, днем воздух прогреется до 23 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше прохладные воздушные массы остудят воздух. Ночью до 8 тепла, днем плюс 20. В субботу температурный фон вновь постепенно начнет повышаться. Осадки не ожидается. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Банк Аверс предлагает комплексное расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, надежность проведения операций, онлайн-резервирование счета в течение 20 минут, открытие расчетного счета бесплатно, доступ к современным дистанционным сервисам, профессиональное сопровождение внешнеэкономической деятельности. Банк Аверс – надежный партнер для вашего бизнеса. Как в сказке «Озеро у дома». Зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216 68 68. Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Алтын-Яр» на берегу озера Средний Кабан. Прекрасный вид на акваторию озера, продуманные планировки квартир, благоустроенные дворы с ландшафтным дизайном. При покупке квартиры в мае в подарок скидка до 700 тысяч рублей. Подробности по телефону в Казани 216 68 68. В Казани ясно и без осадков. Ночью около 10 градусов тепла, днем ожидается 23 градуса. Ветер восточный, умеренный, атмосферное давление и влажность воздуха в норме. Магнитное поле Земли спокойное. Санчи – сокровище китайской медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. 19 и 20 мая в аптеках Farmland на Санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Таковы новости о погоде к данному часу. До свидания и берегите себя.